Микроавтобус угнали прямо из гаража одного из дворов в Якутске. Хозяевам удалось найти его уже спустя несколько дней. Он был в 500 километрах от города, вблизи поселка Кызыл-Сыр Вилюйского района. У меня есть группа WhatsApp, я начала туда закидывать просьбу о помощи, чтобы помогли люди, если видели, сообщили. Потом начала своим знакомым сразу звонить и писать о том, что вот у нас такое несчастье, угнали машину. Вот, они начали тоже по своим группам кидать. Сейчас машина находится в отделении районной полиции. Как оказалось, у нее заклинил двигатель, и пока пригнать машину обратно возможности нет. Участковый поселка Кызыл-Сыр лично вызвался проследить, чтобы машина добралась до владельцев. По словам стражи правопорядка, в большинстве случаев злоумышленники пользуются халатностью самих автовладельцев. Многие люди попросту забывают ключи в замке зажигания, чем и пользуются злоумышленники. В поселке Марха патруль ГИБДД задержал нетрезвого водителя УАЗика. Впоследствии выяснилось, что машину он угнал. Хозяин узнал о пропаже своего железного коня только спустя сутки. Обратился хозяин в полицию автомобиля, который сообщил об угоне. Автомобиль был угнан с частного гаража, а также в поселке Марха. Главной причиной послужило то, что автомобиль был открыт, и в замке зажигания находился ключ. В тот же день в дежурную часть госавтоинспекции поступило сообщение о еще одном преступлении. Злоумышленник угнал автомобиль со двора одного из домов по улице Якова Потапова. Немедленно все патрули были ориентированы на розыск угнанного транспортного средства, и в течение часа данный автомобиль был замечен на улице Дежнева автопатрулями ДПС. За рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Как показывает практика, бдительности и внимательности самих граждан порой бывает достаточно, чтобы раскрыть преступление. И относится это не только к угонам транспортных средств. Евгений Заборовский, Василий Соловьев, Вести, Якутск.